Все, на улице уже темно, ребят. Ну так, немножко. Без фонарика, если можно еще ходить. Если по тропинке там, по готовой. А так уже все стемнело. Лес немножко гудит. Гудит. Дождь как-то перестал, но еще капает. С крыши там капает. Надеюсь, слышно. Я уже туланчик у меня в будке, короче. Я его посадил на цепь, пусть сидит, потому что я на цепь посажаю Айду, а Айда не успевает, он заходит и, как сказать, не видно его, заходит и туда. Вон глазище сверкает где-то, видно. Туда. Где-то. Вон он. Короче, Айда не успевает будку лазить, там тулан. Смотришь, уже тулан там сидит. Накормил, кашу давал. Наелись они. А вон и Айда, ребята. Айда тоже место себе знает. Где теплее, где уютнее, комфортнее. У нее каша тут. Каша что-то не ест, не хочет. Хлеб давал, тоже половину прятал. Потом была битва у них насчет этого хлеба. Короче, Айда прячет, а Тулан находит, и что-то там драка у них получается. Я дверь открытым оставил, потому что жарко. Я слушаю радио. Вот такой фонарик у меня там. Слушаю радио. Айда, вот открыли. Фу, поспать. Уже минут 20 полежал, просмотрел сегодняшнюю съемку, утки, там подранки, туда-сюда. И приготовил на завтра оружие. Поставил оптику с оптическим прицелом, наверное, пойду. Без оптики как-то. Так, ну что, суп съел, поужинал, патроны валяются, это же, вон, полкастрюли, наверное, слопал я. Вкусный, очень аппетитный, вкусный суп получился. Я сейчас еще отдохну и дальше покушаю. Сейчас время 5 часов вечера. Все, тьма уже на улице. Значит, до 4 вечера я должен успеть в избушку. Скажем, в 6 из избушки я выхожу, в 4 я уже должен быть в избушке, потому что уже 5 часов темно. Ну, это на завтра приготовил. Может, будет в кого стрелять. Такие патрончики. Экспансивную тоже приготовил. Зверей много, очень много ходит. И я имею в виду медведи, страшно. И вот эти, как сказать, обычные оболочки. Ну, это, как сказать, все через это прошли. Кто в армии был, знает, что такое патроны для карабина или для автомата. Вот. Раздеться и буду отдыхать. Короче, день прошел, и чем богаты, тем и рады. Поймали одну щуку только. Щучка, щурек. Это я, если завтра не сварю, послезавтра на уху сварю. Будет уха. И что еще? Добавить больше и как-то и нечего вроде. Все уже рассказал на сегодня, показал. Еще где-то часик-второй полежу и уже буду укладываться спать, потому что делать нечего здесь больше вечером. Раньше еще умудрялся, сети вязал. Как-то было желание, стремление к этому, а сейчас это уже все в прошлом. Уже сейчас никто практически не вяжет эти сети.
мало кто вяжет. Сейчас все уже заводские сети берем. Ну, я в основном китайские сети покупаю. Китайские. Ну, что я ловлю рыбу. Вот так. Ладно, тишина была на речке, никто не подниматься, не спускался. Не знаю, кто-то из охотников осталось, нет на этой реке. Ничего не знаю. Информации нету. Вот еще. Ну ладно, ребята. Завтра будет охота. Если слишком сильного дождя не будет, побродим завтра по тайге. Айда отдыхает, Тулан отдыхает. Завтра им бегать, искать, помогать. Любит скрещивать так лапы он. И так вот спокойно лежит. Ох, Тулан тоже выгоняет Айду. Как лиса там. Айду выгнала. Айда. Айда. Любят тебя подписчики. Жалеют. Да. Ладно, пускай уважают, любят. Это хорошо. Да, хвостом виляет. Ей хорошо, уютно. Вот и все. Ладно, сейчас дверь закрою. Лягу и буду просто слушать радио. Но эту политику, конечно, я не уважаю. Болтаю, целый вечер. Такого путного ничего нету. Попью еще чаек и в общем, будем отдыхать. А пока все, до завтра. Завтра опять увидимся. Так, ребят, 17 октября, 4 часа 10 минут. На улицах хрен его знаешь, что творится. Вообще такой ветер, трудом полный. Короче, затапливаю печку. И сегодня, наверное, далеко не буду уходить. Возле избы там. Возле избы. Просто на вырубках сегодня ходить бесполезно, думаю. Вот это ветерок сегодня. Штормит. Эта лампочка даже завыкает. Батарейка там, контакты, наверное, замыкают. Ну, я сейчас еще буду валяться где-то часик. Вчера в 6 часов лег, и вот это я поспал. Вот это я поспал. Так, это здесь у меня УВ-3 сегодня. Тулан на цепи. Нифига не видно. Дождь. Короче, не погода сегодня здесь. Не погода. Слышите, как штормит? Так что сегодня на вырубку я не пойду. Бесполезно. Ой, ветрище, блин. Все-таки решил, ребята, сходить. Что-то посветлело, повеселело. То, блин, ночью так штормит. Никакого настроения нету. А сейчас лес гудит, лес шатается, но светло. Светло, и 6 часов 10 минут я как вышел с избы. И где-то вот по такой тайге буду часа 3, наверное, идти. Часа 3. И дойдем до того места, где видели глухарей. Одного подстрелили, второго не попал. Ну вот на то место я сейчас схожу. Более уже как-то проверенное место. И думаю, может, встретим его там.
ну кого-нибудь из боровой дичи. Прошлогодняя яма тут, медведь копался вот тут. Или весной, или осенью я показал. Рябчик взлетел. Где-то он там, я слышал. Вот так. Вода вчерашнего дня сантиметров 10 упала уровень. Вот так. Я думал, наоборот, поднимется. Сетки я чуть-чуть, ну, повыше поставил, что думаю, если вода упадет, найти. А наоборот, вода падает. Это не ухтит что-то там. Это тропинка моя тут. Дофига идти, короче, впустую. Ну, вон, пошли. Фигней не страдайте с этими рябчиками. Время терять еще будем. Сейчас будем идти. Далеко, конечно. Далеко. Но ничего, я сегодня взял термос литровый. Как получится, но у меня в планах еще больше круги сделать. На целый день, до 4 часов. Будем бродить. После 4 начинает темнеть. Так. Хорошее место тоже вон. Ягодь хорошо тут. Река. Речка. Речушка. Ладно, будем идти. Решил сделать такой кружок. Ну, спускаюсь возле речки. А обратно уже, наверное, по другому уже месту буду идти. Остановился. Вот. Помните, в прошлом году я воевал тут с медведем, показывал туда-сюда. Эти тропинки, вот тут эта тропинка была, лежанка здесь была, и хорошая тропинка, вот это место. А в этом году пока вроде как тишина. Ну это хорошо, пусть минуют, наверное, стороной обходят наши территории. Но здесь, конечно, в прошлом году хорошая тропа такая была, на 10 раз не меньше он ходил туда-сюда. Где-то вот выше там на повороте была переправа у него. Переходил он туда и напрямик на избу. Там напрямик на избу. И вот где-то он там, он спускался, вот такие круги он делал. Вот так кружил, короче, возле реки. Не знаю, может территория, может оленя там он, как его, сторожил. Фиг знает, что было в прошлом году, но было страшно, честное слово. А до сих пор еще подъебывает меня, блядь, со своим страхом или еще. Реально было страшно тогда, когда на тебя, блин, такая туша бежит, как паровоз. Мои помощники. Он куда-то бегал, айда, сейчас пока возле меня. Вот так дальше идем. Ну хреново идти, ребят, возле реки. Но не люблю по одной и то же месту топтаться и решил уже, пусть будет так. Но сами видите, какой лес. Какой дичь здесь может быть. Но рябчики есть. Бывало, года бывает там возле реки, там рябчики очень много. Но в этом году тишина возле реки. Ребят, мы на подходе к Солонцу. Солонец номер 1, который еще не показывал, но спрашивали у меня. Такое озеро тут рядом. Ну, сейчас надо переправиться. Сегодня ближе к Солонцу ходим и посмотрим. А я там купается, как всегда. Вышел с избы. Что-то прохладно было, а сейчас потел. Или быстро иду.
пока не понимаю. Но это лучше, если мерзнешь, это хрена. О, оказывается, прямо вышли на него. Ну вот. Тоже вот, как и первый. Не сгрызли ничего. Боже, ты не подходили никто. Следов свежих тоже ничего не наблюдаю. Стороной ходят. Ну вот. Но тут все пусто. Это что? Не может тут пилы. Но здесь все вытекло. Все вытекло и такого подхода свежего ничего нету. И следов ничего тоже нету. Так что, ну, может, на будущее весной еще как-то разок сделаю, но больше этим заниматься не буду, неохота. Если никто не подходит, интерес быстро у меня теряется. И вот как-то он стоит, что наполнилось водой, а второй солонец, он полностью солью, а здесь вода, как-то, наверное, дождь попадает все равно. Но основное вытекает, уходит, а сторона ветра как-то дождевая вода очень как сказать, попадает. Ну, там сваленное дерево у меня еще, из чего я сделал. Посмотрим. Я весной тоже приезжал, но видеокамеру я лодкой забыл, даже и не показал. А вот сейчас посмотрим. В общем, ну тут как-то проходили какие-то. Ну да, видно, надо свежее, чтобы было. Это вот весной я делал, как-то пробу снимали, видно, лоси подходили, немножко чуть-чуть погрызли, и все, больше подхода вообще не было. Не подходили, не приходили. Ну тут место такое, оно там внутри там сыроватое, молодняк, рябина, черемуха, в принципе, есть, но основной там с осиной у нас вообще проблема. Опа. И что шумит, блин. Лес шумит. Че грохочет сегодня. Смотри, Айда опять разозлилась. Это на Тулана. Тулан достает, а укусила опять. Ой, лапу поранил. Вот так. Айда, нет, да, блин, жестко кусает. Уже не раз попадал ему. Вот так, вот тебе и хромай потом. Вроде как, как я, дружелюбный Айда. Но, блин, бывает так, разозлится, кусанет. Даже меня не пожалеет, если что. Может. А так, спокойно она. В общем, ребята, показал. Солонец не сработал в этом году. Никто не подходил. Хотя тут, я знаю, здесь миграция хорошая идет. Чуть стороной, вон там тропинка даже есть. Ну, что-то не то. Что-то не то. Что-то я делаю не так. И сейчас видео смотрел. Не надо никакие такие конструкции. Где-то конструкции работают. А один показывал там просто на землю раскидал соль и все. Это, думаю, тоже хороший вариант. Это мне тоже понравилось. Вот так. Солонец от реки в стороне, но зашел, показал. Все, я иду дальше, время теряю. Где-то у меня уже час пути. Еще дофига топать. Мы еще до болота не дошли. Там еще, блин, час надо идти. Далеко я собрался сегодня, ребята. Ручей ожил, ребят. Прошлый поход тишина была, а сегодня вон как пенный ручей. Работает, родина. Вот так вот, видели как. Небольшой водопад. Ну, больше у нас не бывает. Вот такие водопады.
ручейные. Ручеек такой. Прошлый поход тихо, тихо, так все было тут. А сейчас гремит. Вот так вот. Вроде лужа тут, ребят, смотрите. Где-то 30 на 20. А тут водятся караси. Не знаю, как там дно, илистое или нет. Но здесь караси есть, обитают. Я как-то раз закидывал сетки сюда, и караси попадались мне. Вот так. В основном здесь такие озера, что в основном водятся караси у нас. Как сказать, щуки, простая белая рыба. Мало водится, но караси почти на каждом озере такое. Но немного. И если сюда сетку закину, может там десяток упадет. Вот. Но факт, что караси есть. Ох. Наконец-то встали на просеку. Все, остается только по просеке сейчас идти. О, блин. Ребят. В прошлый раз вот тут показывал, бушевался лось. А вот смотрите, сегодняшние. Вообще свежие или вчерашние. Не похожи на сегодняшние. Что-то как это. Слюни. Хрен его знает, что тут. Не-то слюни, не-то какая-то слизь, смотрите. Вообще свежие, ребята. Не-то слюни, первый раз такое вижу. Что-то слизь какая-то вон. Похоже, что вообще где-то он в течение часа здесь был. Или вчерашние. Так. Вот я сейчас сниму. И она белая вон. А здесь коричневатая. Но она вчерашняя, она здесь. Но слюни, наверное, это сопли, блин, у лося остались. Ну, собаки вон возле меня спокойно себя ведут. Если бы кто-то здесь рядом. Ну, второй раз уже приходил. Вон. Это свежий, это неделю назад здесь я был. Угу. Такует, блин. И все время в одно и то же место приходит. Вот так. А сам где бродит, фиг знает. Ну да. Но это мне интересно первый. Да, это у лося. Это, ребята, у лося вон сопли. О. Факт, что это сопли. Не у дерева, а может утреннее, может еще. Угу. Ладно. Оставляем дальше, надо идти нам. Айда что-то чует. Косно как виляет. Может белка, может куница. Но сырое место, возможно, тут и куница есть. Там в 2 местах я видел эти. Помню, у куницы. Этих переходы делают они на бревнышках. Срут вообще. Там уже большая земля. Скоро уже на большой земле будем. Наконец-то, блин. Вот это да, надо шлепать. Все пересохло. Надо чаек попить там. Ну, неуверенно что-то. Нюхтит. О, как лишь сегодня шатается. На вырубках, на болотах сегодня вообще, наверное, штормит. Не знаю, что получится. Надо чаек где-то попить. Посидеть, перекурить. Вышли на ягелевое место. Вот как красиво тут. Собаки ждут, когда я им дам что-нибудь покушать вкусное. Я
Им пока давать ничего не буду. Я по-быстрому попью чай с конфетами и все. А они пусть не обижаются. Им с утра я давал хлеб, и у них полная миска была каша. Не нормированно я даю, а миска всегда, в миске каша всегда есть. В любое время они могут покушать кашу. Так что ко мне от них претензий, чтобы не было. Ну, вот такой конфеты с собой взял. Также у меня сыр, колбаса, хлеб. Но это чуть позже. Сейчас просто быстрый чаепитие сделаю еще. И не надейтесь. И не надейтесь. Вот так. Красиво тут. Новые триси сегодня, конечно. Да. Обалдеть. Вкусно. Обычный простой чай и все вкусно. Не надо никаких пирожных, мороженых. С конфетами чаек попьем и дальше в путь. Где-то 3 часа уже ходьбы. Немало. Возле реки там это болото. Собака уже чуть-чуть подустали. Оружие, карабин с собой. Ну вот вес 3,5 карабин с оптикой, наверное, 3,5 получается. И у меня в рюкзаке килограмм 2, наверное. Еда, навигатор, еще нож, тут как его запасной. Ну, килограмм 5 на себе тащу. Немало. Хотя надо еще чуть-чуть, хотя бы килограмм сбросить веса. Ну и литр воды сегодня, чай взял. С запасом взял, не знаю, как получится с ходьбой, но думаю, больше походим сегодня, потому что в эту сторону, наверное, может быть даже в этом году, ну, осенью уже последний раз пришли. Ну, поглядим сейчас, как день пройдет. Может, еще придется прийти, но в планах сюда больше уже не заходить. Если только зимой, если получится. Короче, я допиваю чай и дальше пойдем. Вышли на любимую вырубку. Штормит, ребята, тут. Как-то спрятаться за елку, чтобы заснять, какая погода тут. Штормит и дождь начался. Вообще хрень, какая тут погода. Обратно быстро надо в тайгу зайти. Там как-то более спокойнее. А тут штормит. И думаю, сегодня никого здесь не увидим. Они тоже любят тишину, покой, где более спокойное место. Тулан прискакал. А это где-то впереди. Все равно сходим до конца этой вырубки, а там поглядим, что дальше делать.